Только в Уфе официально зарегистрировано 4000 волонтеров. Самому младшему из них 6 лет, а вот самому старшему 80. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Роман Янгуров, председатель комитета по делам молодежи администрации города Уфы. Роман, здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня поводом для встречи стало именно не только о том, что у нас есть волонтеры, что на самом деле их 4000, и мы вот именно подчеркиваем то, что это официально зарегистрированных, а какая тогда реальная цифра? Более 12 тысяч ребят у нас в нашей группе состоят, которые с удовольствием приходят на различные наши мероприятия. Наши просьбы, они всегда готовы ответить, прийти на помощь. И сами предлагают различные мероприятия, в которых они готовы сами организовать, а также сами поучаствовать. То есть на сегодняшний день это порядка в нашей группе Ассоциации волонтеров города Уфы более 12 тысяч ребят. При этом возраст, как вы отметили, да, от 6 до 80. То есть возраст не является показателем для волонтера. Волонтер является действительно от самого маленького до самого старшего поколения. Тогда давайте расскажем о том, что мы понимаем, чем может помочь 80-летний волонтер, да, но какую помощь окажет 6-летний? Ну, смотрите, любое мероприятие начинается, как говорится, с вешалки, да, то есть человек приходит на мероприятие, он должен поймать свой вайб, настроение, а вот 6-летние ребята, у них они такое настроение заряжают старшее поколение, да, и молодежь, то, что диву даешься, на что они способны. Безумно круто смотреть, когда те молодые ребята, 6-летние в КВН, шутят в разы лучше, чем старшее поколение, ну, молодежь я имею в виду в данном случае. И эти 6-летки, назовем их так, они подарят действительно настроение, зарядят энергии, пришедшую на какое-то мероприятие. Вот вы сейчас говорите 6-летки, то есть я-то рассчитывал, что это один волонтер 6 лет, а вы говорите, что это не один. У нас уже в каждой школе есть волонтерская ячейка, то есть в каждой школе нашего города есть волонтерская ячейка, куда можно как раз-таки зарегистрироваться и уже быть волонтером, начиная с самого 1 класса. А насколько вообще люди охотно идут? Я понимаю, что мы сейчас оперируем такими достаточно немаленькими цифрами, да, это 4000 официально зарегистрированных волонтеров, 12 тысяч неофициально, но тем не менее они есть. Насколько охотно люди идут в волонтерское движение? С удовольствием идут. Буквально можно пример. У нас форум «Россия спортивная держава». Там было подано более 2500 заявок от волонтеров для участия в этом форуме. Это просто маленькое такое ближайшее мероприятие, где можно как раз-таки подумать. 2500 волонтеров. А сколько нужно? Порядка 1000, если не ошибаюсь. То есть здесь вот, ну, условно 2,5 человека на место, 2-3 человека на место. Да. А как отбираете? По знаниям, ну, если это международного формата, это обязательно наличие знания хорошего разговорного английского. Но это же минимум один язык. Желательно 1 и 2 языка в разговорной стилистике, чтобы можно было общаться. Наличие опыта участия в различных других форумных кампаниях, либо мероприятиях, связанных с волонтерством. Ну и, соответственно, конечно же, их настроение и заряженность на данное мероприятие. Вот мы с вами в нашем интервью в основном говорим о настроении, о заряженности, но мы все понимаем, да, что волонтеры – это добровольцы. А у нас такое общество нынче, вот, ну, как мне кажется, материально ориентированное, да, и очень монетизированное. А вот как быть с волонтерами? Здесь же нет, наверное, таких зарплат. Или есть, или это оплачивается? Это не оплачивается, это абсолютно добровольное желание человека прийти и помочь. Но смотрите, в соответствии с законом о добровольческой деятельности в Российской Федерации, более 4 часов мы обязаны все-таки обеспечить либо это финансовая поддержка, либо оплатить обед за свой счет. Но в основном, вот, если у нас длинные мероприятия в течение дня, мы, конечно же, сразу предупреждаем то, что у нас будет вот 8-часовая смена, и за эти 8 часов мы будем обеспечивать вас полноценными обедами 2 раза. Роман, вот мы говорим сегодня о том, что есть волонтеры, они есть не только в Республике Башкортостан, по всей России, и это движение у нас очень активно развивается в стране. Вот проходят ли какие-то конкурсы, может быть, обмен опытом и так далее, вот чтобы понимали, как волонтерам дальше развиваться, как работать, ну, потому что любая профессия, любое движение подразумевает развитие. Как у вас в этом плане? Конечно же, есть. Мы вот и сами неоднократно проводим доброшколы. Это как раз-таки для волонтеров, которые только, может, начинают свой путь, либо уже хотят перейти на абсолютно другой уровень волонтерства. Мы приглашаем и коллег с других городов, тех же волонтеров, которые у нас ездят по различным форумам и так далее, чтобы они поделились своим опытом с ребятами молодыми. То есть, в принципе, мы
стандартно 2 раза в год проводим такие доброшколы. У нас также наши волонтеры выезжают на форумы. У нас всегда Международный день волонтерства в городе Москва. У нас большой форум, куда как раз-таки самые, скажем, лучшие волонтеры со всех городов нашей России собираются в одном месте и как раз-таки общаются и делятся опытом своим. Понятно, что впереди форум «Россия. Спортивная держава». Вообще план мероприятия уже расписан наверняка на ближайший год. Уже понимаете, где, сколько волонтеров будет задействовано, насколько вот насыщенный это календарь? Очень насыщенный. Мы уже на следующий год, в принципе, до 9 мая, мы уже прекрасно плюс-минус понимаем, где какое количество ребят. У нас просто вот взять парад Победы, который проходит ежегодно 9 мая у нас в Уфе, у нас задействовано порядка 400-500 волонтеров. То есть это ежегодно, они уже прекрасно знают. При этом у нас есть волонтеры, которые уже на протяжении нескольких лет приходят с удовольствием. Это уже начиная от 18-летних и заканчивая пожилым возрастом, потому что они с удовольствием идут, они готовы помогать. У нас всегда есть ветераны, которые приходят. И с этими ветеранами у нас всегда минимум 1 либо 2 волонтера, которые с удовольствием общаются. Ветераны рассказывают различные истории. Ребята всегда в восторге, они прям заканчиваются мероприятием, мы там всегда так собираемся, всем спасибо сказать. Они такие: круто, мы там пообщались, а нам рассказали, что там было так. То есть они уже такие на позитиве, с историями уходят. И в среднем, я, наверное, так скажу, что, в принципе, в неделю, наверное, чуть ли не каждый день у нас есть мероприятие, где требуется какое-то иное количество волонтеров, начиная от 5 и заканчивая 700 волонтерами. И предстоит мероприятие, сейчас идет прием заявок, конкурс «Волонтер года». Расскажите об этом мероприятии, может быть, кто-то из наших телезрителей захочет принять участие. Смотрите, у нас уже это 10-я юбилейная, так скажем, «Волонтер года» номинация. Мы в свое время, когда только пошла тематика, связанная с добровольчеством и волонтерством, мы думали: хорошо, как все-таки действительно вернуться к тому, как заинтересовать волонтера, прийти не на одно мероприятие, а продолжать и помогать. Мы и создали такую премию «Волонтер года». У нас там на сегодняшний год это 11 номинаций, где ребята могут подать свои заявки, там медиа-волонтерство, мы вместе номинация, лучший волонтер, лучшее объединение добровольчества и так далее. И как раз-таки этой премией мы подталкиваем тех ребят, чтобы они продолжали заниматься добровольческой деятельностью и помогать на различных мероприятиях. У нас стартовал уже конкурс. До 20 октября мы принимаем заявки. У нас 11 номинаций. Можете зайти на сайт Комитета по делам молодежи, либо в социальной сети ВКонтакте Ассоциации волонтеров города Уфы, и посмотреть все номинации и подать свою заявку. И буквально с 20 октября по 20 ноября мы проведем как раз-таки уже отбор, и 20 ноября состоится очная защита уже лучших волонтеров в этих 11 номинациях, где мы определим, конечно же, первое место. Какой разброс возрастной? Все волонтеры могут участвовать, даже и 6-летние, 80-летние? Вообще возраст в данном случае не ограничен, начиная от 6 и заканчивая 100-105 годами. Какие пожалуйста. Призы? Призы различные в различных номинациях. Волонтер года в этом году получит, понятно, от главы нашего города Ратмира Филовича большой телевизор. Везде разные. То есть мы смотрели, разговаривали со спонсорами, которые... Есть телевизоры, есть для медиа-волонтерства это стадикам для будущих репортажей и так далее. Для кого-то петлички, микрофоны просят. Поэтому призы абсолютно различные, все они ценные. Каждый год остаются довольными ребята. А как можно стать в принципе волонтером? Волонтером стать очень просто. Заходите в ассоциацию города Уфы, либо на добро.рф и регистрируйтесь, смотрите. Все мероприятия на сегодняшний день доступны онлайн, то есть где требуется помощь волонтера, она автоматически появляется в соответствии, если вы указали свою локацию, местонахождение, то есть город Уфа, вам автоматически будут приходить рассылка, уведомления о ближайших мероприятиях, где вы можете зарегистрироваться, пройти регистрацию и попасть на мероприятие. Я понимаю, что вы представляете уфимскую администрацию, но тем не менее наверняка есть представление о том, как волонтерское движение у нас состоит в целом в республике. Что скажете? Я скажу так, что это одно из самых лучших и мощных движений, потому что даже возьмем, в этом году прошел Всемирный фестиваль молодежи в городе Сочи, где, если память не ошибаюсь, более 150 волонтеров, а это самая большая делегация именно волонтеров, которые помогали для организации этого фестиваля.
Они самые лучшие, вот действительно, это самые крутые наши ребята из нашей республики. И кого больше у нас в республике волонтеров? Вот все-таки молодых или более опытных, серебряных волонтеров? Ну, молодые преобладают, но серебряные с удовольствием взаимодействуют с молодыми и делятся как раз-таки вот как наставники выступают в данном случае, потому что у них опыта, конечно, побольше. Ну и для тех, кто себя представляет в будущем волонтером, какие вот навыки должны быть, вот каким должен быть волонтер? Коммуникабельность, самое главное, хорошее настроение и упорство. Знание языков, еще каких-то определенных знаний. Это уже второстепенное все. В первую очередь это коммуникабельность. То есть любой волонтер, потому что он как раз-таки любое мероприятие возьми, к нему подходят люди, которые спрашивают, а где это находится, а как пройти, а где я могу узнать об этом. То есть в первую очередь у него должна быть коммуникабельность. То есть он должен был найти язык, понять, что от него хотят, и доступным языком объяснить, где то или иное, та или иная площадка находится. А коммуникабельность подразумевает все-таки еще, наверное, доброе расположение, доброе сердцем. Ну, дай пятюню пошло от волонтеров. Когда ты идешь на мероприятие, стоят волонтеры с большими, дай 5. Вот как раз-таки они заряжают на эту мотивацию. Ты вот форумную кампанию взять какую-нибудь. Ты идешь с утра, да, там в 7 часов у тебя подъем, в 8 уже какая-то первая секция, ты идешь еще, может, ты не выспался. И стоит волонтер, который с улыбкой, хорошего дня, желаем. Они так, ты уже идешь, а тебя уже зарядили на начало дня. Роман, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о таком конкурсе, который проходит у нас, «Волонтер года», рассказали, в принципе, о волонтерах, потому что действительно вот мы в последнее время привыкли к тому, что волонтеры есть везде, волонтеры всегда помогут, и иногда, знаете, волонтеры, опять эти волонтеры, иногда такое тоже бывает, но на самом деле действительно это люди, которые помогают нам поднять наше настроение, создать атмосферу, и в этом плане спасибо вам огромное, что и вы сегодня пришли и рассказали нам о них, о том, что каждый может стать волонтером. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.